Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер», 367 выпуск. И на повестке дня у нас сегодня несколько тем. У нас вообще такой выпуск «Наука и религия» получается сегодня, да? Славик у нас был на одном из православных мероприятий. Не, много их было. Вообще у нас в городе был целый Свято-Иннокентьевский форум. И мне что нравится, то что сейчас у нас православие, оно как-то все более в молодежную тематику, более как-то с молодежью пытается работать в том плане, то что не проходят просто лекции, говорят о Боге, а вот пытаются как-то заинтересовать чем-то вот. И действительно это очень радует, потому что самое-то главное, на самом деле, мне кажется, для любого молодого человека, чтобы с ним говорили на его языке. Потому что никому не хочется, чтобы там, с одной стороны, там, ему читали проповеди, с другой стороны, там, чтобы приходит священник там, с кепкой на бикрень. Йоу, камон, чуваки! Это тоже утрированно, тоже не очень. А когда с человеком действительно разговаривать по-нормальному, как в жизни, мне кажется, это самый главный фактор успеха в этом смысле. Уже 4-й год в Байкальском государственном университете экономики и права проходит православный молодежный фестиваль «Вера, надежда, любовь». В нем участвуют студенты БГУЭПСа, ВФУ, ЕКИТ, ВСЕМ и даже самые маленькие ученики Байкальского лицея. Фестиваль призван привить нашим ровесникам неизменные духовные ценности и просветить в вопросах православной культуры. Этот фестиваль традиционно позволяет продемонстрировать студентам свой талант, свои способности в области музыкального искусства, театрального искусства. Студенты выступали с песнями и сценками. Жюри возглавлял епископ якутский Ленский Роман. Мы изначально не ставили никаких ограничений, как у молодости почти нет ограничений. Молодежь свободна, потому что ищет, потому что полна энергии, так и молодежное творчество в рамках приличия. А вот что именно показывать и как именно показывать, это исходя из собственного таланта. Свой талант студенты проявили и в еще одном мероприятии от Якутской Ленской епархии в историческом городском квесте «Тайны православных храмов города Якутска». В нем участвовало несколько команд из разных вузов. Здесь нужно было успевать думать, бегать, искать, фотографировать. В общем, было и познавательно, и интересно. Первое задание заключалось в том, чтобы найти памятник святого Иннокентия и сфотографировать его. Но задание было немного запутанное, поэтому надо сначала было вникнуть в суть. И мы с этим справились. Найти самое старое здание города Якутска. Каменное, да? Да, каменное. Найти самое старое и сохранившееся каменное здание города Якутска. Самое старое и сохранившееся здание города Якутска. Так. Может, музей какой-нибудь? А это именно храм уже? Нет, вообще здание. Здание? А, здание. Библиотека, может быть, или музей. По словам владыки Романа, такие мероприятия помогают открыть для себя не только новые знания, но и новых друзей. А ведь от нашего окружения зависит и выбор нашего жизненного пути. Тот выбор, который происходит у каждого человека, он основан, безусловно, на личной интуиции, а еще и на примере тех людей, которые рядом находятся. На торжественном закрытии городского квеста победителям вручили главный приз – поездку в Иерусалим. Единство духа, да, вот, единство нашей с вами вместе энергии, любовь к нашей родине, патриотизм, традиционные наши ценности нашего русского народа, да, семья, отчизна, служение. Вот только благодаря этому мы вместе победим. Эти мероприятия помогли нам не только узнать много нового о православной культуре, но и окунуться в историю родного города. Насколько я знаю, в церковь еще нужно ходить с положительными эмоциями, то есть делиться какими-то событиями радостными, которые у тебя в судьбе произошли. А многие ходят только просить. Так тоже неправильно. Всегда, когда тебе плохо, ты всегда вспоминаешь о Боге. Да, там началась у тебя полоса каких-то неудач, ты сразу там, надо в церковь сходить, свечку поставить, ведь что-то не то, вот что-то неладное. Многие студенты начали ходить в церковь, потому что... За зачетом. Да, за зачетом. Когда ЕГЭ еще. Перед ЕГЭ обязательно. Многие, конечно же, тоже ходят перед ЕГЭ, там студенты перед дипломом ходят. Вот. А прийти поделиться именно хорошими, счастливыми эмоциями мало кто может. Ну, давайте перейдем, так сказать, ко второму блоку нашей сегодняшней программы. Это, в общем-то, наука. Казалось бы, мы живем в такое время, когда знания
вокруг нас, просто только стоит протянуть руку. Но есть такая очень хорошая шутка. Вот что бы я мог сказать человеку там, века там, из 19-го, что у меня в кармане находится доступ к практически всем человеческим знаниям, но я использую его для того, чтобы смотреть на фотки кошечек и собачек и там, лайкать фотографии ВКонтакте. К сожалению, вынужден констатировать, что не вижу я такого всплеска, вот тяги, наверное, к науке, что молодежь там стремится постигать какие-то основы мироздания. Вот этого нету. Почему? Да начинаешь что-нибудь познавать, ярлычки, так, сообщение пришло какое-нибудь. Лайкнули. Лайкнули кто-нибудь. Авиарежим. А? Авиарежим. Да, что я там налетался уже. Ну что ж, Жень, спасибо большое, что ты позвал нас в гости. Мы с тобой сколько лет уже знакомы? Лет 20. Лет 20, примерно, да. Да. И я помню, что еще вот со школьных времен ты проявлял такой интерес к естественным наукам, и вот сейчас... Ну да, я тогда учился в биохимическом классе. Ну вот. В биохимическом классе. И здорово наблюдать, что это все приобрело такой размах, и то есть сейчас ты ученый-биолог. Ну, можно так сказать, да. Спасибо. Невозможно не коснуться этой темы. Расскажи про своих питомцев немного. У меня, получается, есть 3 пираньи, черепаха, обычные рыбки, креветка, андромаха, это чилийский розовый паучок, и корм, как я называю, это гигантские балийские тараканы и зоофобос. И вот совсем недавно мне подарили замечательных калифорнийских червей. Я жутко боюсь пауков, и сейчас... вы, наверное, этого не видите, но я умираю немножко внутри. Когда андромаха двигается по моей руке или сидит у меня на руке, это очень жутко и очень страшно. Вот. Но сегодня, я вообще считаю, что нужно делать шаги навстречу своему страху. И сегодня я вот сделал такой небольшой шажок. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь встречать свой страх лицом к лицу. Он может быть обаятельным и милым. А теперь я, пожалуй, оставлю андромаху в покое, потому что, наверное, она уже немножко раздражена моей настойчивостью. А у тебя, в детстве не было, такой, как чисто человеческой арахнофобии такой небольшой? Никогда, никогда. Из насекомых я, вот честно признаться, боюсь только усачей и волосогрызок. Какой-то архаический страх перед этими существами. Вернемся к теме профессии. Какие, может быть, ты мог бы привести доводы, может быть, за или доводы против науки? Выбрать, в качестве своего пути науку. Вообще наука дает сейчас, именно в это время она востребована. У науки появилась такая вот новая фишка, которой не было раньше. Это коммерциализация науки. Гранты, вложения, инвестиции. Соответственно, государственная поддержка. Государственная поддержка очень большая. В этом плане теперь наукой заниматься выгодно. Наука, что мне на самом деле не очень нравится, как человеку науки, и бизнес, они начинают сплавляться. Появляются корпорации, которые этим занимаются, что, конечно, вредит фундаментальной науке, прежде всего настоящим исследованиям. Но зато это играет такую роль, что она привлекает молодых специалистов. Вопрос взаимодействия науки и религии. Вообще вот такой вопрос. Ты считаешь себя верующим человеком? Я отношусь себя к агностикам. Мне эта позиция просто ближе, то есть агностик, он верит в то, что все непознаваемо, Бог есть или нету. Я не знаю. Это удивительно слышать от ученого, то есть то, что ты считаешь, что какие-то факты, в принципе, могут быть непознаваемыми. Да, я в этом уверен. Карл Саган, допустим, говорил, что я считаю, что Вселенная в каждом из нас, что мы сделаны из звездного вещества, и мы тот способ, которым Вселенная познает саму себя. Да, действительно. Вот как ты... Мне не нравится эта концепция, но я считаю это тоже. Сейчас это жажда знаний ради самих знаний. Это замечательно. То есть, когда ученый раскрывает свои тайны, это получает такой вот экстаз от этого. Ради этого стоит заниматься наукой. Как ты вообще относишься к религии в целом? Нас же, знаешь, в последнее время много и критикуют. Мне нравится изучать религию, сказал бы больше правильно. То есть я знаю достаточно очень хорошо о исламе, достаточно о иудаизме, очень хорошо разбираюсь в восточных религиях, зороастризм мне нравится, их концепции. Мне нравится и сравнивать между собой, искать, какая была бы интересней для человечества, подбирать. В плане я испытываю к религии такое вот отношение, как к книге. Которую интересно прочитать, сравнить с другой книгой. Как ты видишь будущее своей профессии? Биология, мне кажется, займет действительно лидирующее место. Это наука о жизни. Тем более сейчас в синтезе с какими-то вот этими вот коммерческими целями. Биология выйдет, действительно, генетика, она
самую большую позицию. Исследование генома, совершенствование человека, создание новых видов растений, какие-то спекуляции с генами, это будет действительно, это будет прорыв. Все профессии хороши, наука лучше всех. Действительно, наука, она много чего сделала для планеты, она направляет развитие человечества. Антропогенез идет по путям науки. Ну и религия тоже, конечно, корректирует. А промышленность, экономика – это уже инструменты. Любовь к знаниям. Вот о чем всегда твердят учителя. Любовь к знаниям. Ну, ты же можешь там в гугле пару статей вбить, почитать, допустим, про гелиоцентрическую концепцию. Ну, почему-то же люди этого не делают. Почему? Устали учиться. Я всю жизнь хотел, чтобы настал такой день, когда я просто сяду, и мне никуда не надо. Потому что ходишь в садик, там ты учишь всякие штуки, идешь в школу, 10 лет образования, идешь там, допустим, в техникум или сразу в университет, 5 лет учишься, а потом в 20 лет садишься и ничего не понял. Что делал? Потому что это не было твоей мечтой, потому что у тебя не было цели определенной. Вот захотел человек биологом стать с детства, вот ему это нравится, и ему вообще без разницы, что он еще 5, 10, 15 лет будет учиться. Ну, этим надо жить. Нет, ну, если... нет, в смысле, как... С этим надо жить. Нет, с этим надо жить. Да, ну нет, я имею в виду, вот именно то, что проблема, это не какие-то знания, которые даются безвозмездно. Потому что ты приходишь в школу, тебе говорят, вот тебе замечательные знания о том, как устроен наш мир. Но через месяц мы проверим тебя, если ты этого не узнаешь, родители тебя просто вздернут. Мне кажется, это... Секундочку! Нет, секунду, это что получается? Это получается, это знание, это всегда боль? Вот это. Еще вот 300 это. рублей на охрану. Да, и на ремонт класса. Вот в этом вся проблема. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Мы напоминаем вам, что наша студия ищет новых коллег, поэтому не стесняйтесь, приходите к нам, пишите к нам в сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Двери для всех открыты. Да, а с вами была программа «Пропеллер». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире и в жизни. Всем пока. Пока-пока. Let's kick it.